Программа «Доступная среда» реализуется в стране с 2011 года, и современная градостроительная архитектура придерживается ГОСТов, обязательных к исполнению. Что нельзя сказать о зданиях, возведенных до 2011 года. Понятно, что перестроить населенные пункты за короткий срок просто нереально, но за это время у руководителей предприятий появился определенный опыт и эксперты, которые могут дать рекомендации о том, что необходимо сделать. По республике еще много объектов, которые не соответствуют стандартам, но для этого мы и работаем, отметила в своем выступлении начальник отдела по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты населения Башкортостана Нурия Салихова. Когда мы говорим о создании безбарьерной среды, речь идет о создании именно доступной среды жизнедеятельности не только для инвалидов, но и для маломобильных групп населения в целом. А в такую группу населения входят и пожилые люди, дедушки, бабушки, которые опираются на тросточки, беременные женщины, мамы с колясками, даже маленькие дети у нас входят в такую категорию маломобильных групп населения. То есть каждый из нас в той или иной роли может оказаться как раз в этой категории маломобильных групп населения и столкнуться с проблемой доступной среды. Сейчас, по данным Минздравсоцразвития, в России более 13 миллионов инвалидов, из них 66% пенсионеры и 4% дети. Только 26% инвалидов трудоспособного возраста работают. По данным Министерства, 60% граждан с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата сталкиваются с барьерами при пользовании общественным транспортом, 48% испытывают проблемы при покупке продуктов. Как ожидается, к 2016 году доля приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов, увеличится до 45%. Также предполагается, что в результате реализации программы возрастет успешность реабилитации инвалидов. К 2010 году к активной жизни возвращались порядка 42%, прошедших реабилитацию. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 44–52%. Если мы и дальше будем продолжать реализовывать госпрограмму «Доступная среда» в таком темпе и с таким же вниманием к ней общественности, тогда мы сможем добиться того, чтобы каждый человек, независимо от наличия инвалидности, чувствовал себя комфортно везде, отметили участники семинара. Алина Полянская, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.